أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من Я прибегаю к Аллаху, слышащему, знающему, от проклятого шайтана, его злословия, вреда и зла. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. Мы хвалим Всевышнего Аллаха благой, чистой и доброй похвалой, заполнившую небеса и землю, и то, что между ними, и все то, что наш Господь пожелал. Достойный раб сказал: «Все мы рабы Аллаха. О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует то, чего Ты лишил. И бесполезным перед Тобой окажется могущество, обладающего могуществом. О тот, к которому я прибегаю для того, чтобы получить желаемое. О тот, к которому я прибегаю от того, чего остерегаюсь. Не восстановят люди кости, которые Ты сломал, и не сломают они те кости, которые Ты восстановил. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, один Он, и нет у Него сотоварища. Я также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй пророка, его семью, сподвижников и тех, кто последовал за ним до самого судного дня, а также всех посланников. Преславен тот, кто раскрыл ему грудь, простил ему грехи, возвысил его среди народов достоинством и славой, и опозорил и унизил тех, кто ослушался его повеления. Аллах вменил в обязанность нам подчинение Ему, любовь к Нему и выполнение Его права. И закрыл все пути краю, и не откроет никому, кроме того, кто пошел по Его пути. И никто не зайдет в рай, кроме того, кто будет под знаменем пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, того, кто будет идти за ним. В тот день, когда он придет к дверям рая и попросит разрешения войти, стража скажет: «Нам было приказано не открывать до тебя никому, кроме тебя. Благословение Аллаха, приветствие пророку». И да вознаградит его Аллах за его призыв, его послание, его умму, и да сделает Аллах благословен он и велик нас своей милостью, благословением из тех, кто следует по его пути и кто придерживается его сунны. Дорогие братья, в прошлой передаче мы говорили о рае. Этот разговор исходил напрямую из тоскующего сердца. Мы просим Аллаха сделать нас страшно желающими попасть в рай. Из тех, кто смотрит на Него, если не своими глазами, то своим сердцем. Мы говорим о рае, как говорят тоскующие и желающие попасть в него. Мы говорили о рае и взывали к Аллаху, благословен Он и велик, чтобы быть из числа обитателей рая. Сейчас же я хочу поговорить об истории рая. История рая. Зачем Аллах создал рай? Зачем Аллах создал этот мир? И зачем Аллах создал загробную жизнь? Поистине, эта история несчастий и испытаний. Поистине, это история, которая раскрывает мудрость Преславного, который создал творение не для игр и не оставил их напрасно и беспорядочно. Он тот, который создал райские сады, Адн. Сперва я хотел бы задать вопрос: существует ли рай сейчас? Можем ли мы его представить? Или приблизиться нашим воображением? Приблизиться нашим сердцем и верой? Можно ли постараться приблизиться к его оградам, к его дверям, посмотреть на его цветущие деревья, густую тень, прохладные плоды, где плоды склоняются низко? Посмотрим же на его обитателей,
из числа женщин и хурун айн, и на юношей, которые вечно пребудут ими. Посмотрим на те наслаждения, которые там есть. Посмотрим на реки из меда и вина, воды и молока. Посмотрим на райские наслаждения. Рай — это цветущее воображение, чудесные представления. Рай — это не что-то фантастическое, как думают некоторые. Рай — это истина, которую видят обладатели веры. Если они его не видят глазами, то видят разумом. О рае рассказал нам наш Господь, благословен Он и велик. Наш Господь говорит: «Я приготовил своим праведным рабам то, что не видели глаза, то, что ухо не слышало, и то, что даже не приходило на ум человека». Поразмышляй над словами Всевышнего Аллаха, которые находятся в хадисе Кудси. «Я приготовил». Аллах уже приготовил. Приготовил. Он существует у рабы Аллаха. И не слушайте этих заблудших из числа философов и догматиков, которые говорят: если бы рай был сейчас, то творение Аллаха было бы напрасным. Мы говорим им: Субханаллах, кто вы? Кто вы и кого вы опровергаете, о обладатели разума? Аллах, преславен Он и велик, говорит: мы приготовили для богобоязненных. Также говорит: я приготовил для праведных рабов. Рай существует. И довод на это не разум. Доводом является для нас то, что пришло в Коране и Сунне. Аллах приготовил его для своих праведных рабов. И Он каждый раз готовится для своих обитателей и жителей, и его гостей. Если мы посмотрим хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то мы увидим убедительные и ясные доводы, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был переселен из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса. Причист тот, кто перенес своего раба ночью, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на небеса. Знаете ли вы это благословенное путешествие Исра валь-Мирадж? Аллах переселил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ночью из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса. Затем он был вознесен на небеса. Куда? Куда? В рай. К лотосу крайнего предела. Как говорит Господь, благословен Он и велик, Он уже видел его другое нисхождение у лотоса крайнего предела, возле которого находится сад пристанища. Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на небеса, то есть к пристанищу рая. Если это на что-то и указывает, то указывает на то, что рай существует в этом мировом пространстве, но далеко не в этом маленьком мире, в котором мы живем. Когда ученые, изучающие космос, смотрят в космос большими телескопами, смотрят на небеса, шариатские же ученые называют их мирскими небесами, а материалисты не знают ни мирских, ни других небес. Они не знают ничего, кроме того, что видят. Они смотрят на небеса и видят бесчисленные планеты и звезды, не имеющие ограничений. Они видят планеты Солнечной системы, звездную систему, которой управляет галактика. Они видят все это и говорят, что в галактике миллионы звезд, и каждая звезда содержит в себе системы наподобие солнечной. Потом небеса полны галактиками. Они не смогут нам сказать, сколько существует звезд или сколько существует планет. Они не смогут нам сказать, сколько галактик. Тем самым они говорят, что Вселенная бесконечна. Вселенная бесконечная.
Для ученых, исследующих космос, наша Земля не сравнится даже с пылинкой в этой бесконечной Вселенной. Здесь материализм останавливается. Здесь останавливается видение, но приходит откровение. И Аллах, преславен Он и велик, говорит нам о том, что Он создал 7 небес слоями. Это не одно небо, а 7 небес. Мы смотрим на небо этого мира, которое Аллах украсил звездами. Воистину мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Если посмотрим на небо, то увидим бесконечную Вселенную. Мы не в силах понять и осознать ее величину. А что же, если мы узнаем, что эта Вселенная только первый слой неба, и что есть еще 6 слоев, так как Он создал 7 небес, одно над другим? Между каждым небом расстояние, как пришло в хадисе, расстояние в 500 лет. Что же после этого? Что после этого в этой Вселенной? Престол. Его престол объемлет небеса и землю. Престол милостливого объемлет небеса и землю. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все небеса и земли по сравнению с престолом подобны кольцу посреди пустыни». О Аллах! Можешь ли ты сопоставить между кольцом, любым, даже если это будет кольцо от кольчуги, в большой, огромной пустыне? Ты не сможешь. Сопоставление невозможно. Это невозможно представить. А что потом? Трон милостливого. Престол по сравнению с троном милостливого подобно кольцу среди пустыни, и преимущество трона над престолом подобно преимуществу пустыни над кольцом. Райское пристанище. Райское пристанище над 7 небесами. Над 7 небесами. И поэтому, если Господь тебе говорит, что Его ширина равна небесам и земле, то поверь. Если Господь тебе говорит, Его ширина равна небесам и земле, не надо задавать вопросы, а какая же у Него длина. Никто не знает об этом. Никто, кроме того, кто его приготовил. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил нам о связях между раем и небом и троном. Говорит посланник Аллаха: «Поистине в раю 100 степеней». О Аллах! Мы говорили о небесах этого мира и сказали, что существует 7 небесных слоев. Посмотри же на рай. Поистине в раю 100 степеней. Поистине в раю 100 степеней. Аллах приготовил их для сражающихся воинов на Его пути. Эти райские сады уготованы для воинов, сражающихся на пути Аллаха. Аллах, сделай эти райские сады частью и долей тех, кто сражается на Твоем пути. Поистине в раю 100 степеней, в которые Аллах приготовил для тех, кто сражался на Его пути. Между каждой степенью расстояние, как между небом и землей. Можешь ли ты себе это представить? Разум останавливается на этом. Разум не в силах себе это представить. Но сердца верующих понимают. Сердца верующих, которые пропитаны истинным, явным откровением, ниспосланным Аллахом, они верят и глубоко убеждены. Поистине, в раю 100 степеней, которые Аллах приготовил для тех, кто сражается на Его пути. И между каждой степенью расстояние, как между небом и землей. Если вы просите у Аллаха, то просите Фирдаус. Его спросили: а что такое Фирдаус? Что такое Фирдаус, о посланник Аллаха? Поистине, это высочайшая степень рая. Высокая. Самая высокая и самая лучшая степень рая — Фирдаус. Самая высокая и самая лучшая степень рая. Над ними трон милостливого. И из него вытекают райские реки. Это и есть рай.
Это и есть высшее общество. Это и есть высшее общество. То общество, где живут приближенные ангелы, те, которые несут трон, и те, которые вокруг него прославляют хвалой своего Господа и верят в Него. Может ли человек сказать: «Нет, я не верю, что рай существует»? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был возвышен туда, где рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что рай находится над 7 небесами, а ты говоришь, что он еще не создан? Какой у тебя довод на это? Давайте же посмотрим другие доводы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что когда один из нас умирает, его несут на плечах, кладут в могилу, засыпают землей, равняют ее, и к нему приходят 2 ангела, садятся рядом с ним и задают вопросы. Кто твой Господь? Какая твоя религия? Что ты скажешь о мужчине, который был ниспослан к вам, да благословит его Аллах и приветствует? Сущность этого и всех остальных хадисов на эту тему та, что ему откроют дверь в рай и дверь в ад. Скажут верующему и богобоязненному: «Если бы ты ослушался Аллаха, то в аду твое место, Боже упаси. Если бы ты предавал Аллаху сотоварища, то в аду твое место, Боже упаси. Если бы ты не уверовал в Аллаха, то в аду твое место, Боже упаси. Аллах заменил тебе ад на рай и введет душу в рай. После смерти верующие и богобоязненные будут жить в барзахе, как в раю, и наслаждаться, как в раю». Итак, мы говорим о той вещи, которую можно пощупать и ощутить, но никто не сможет почувствовать, кроме верующих. Давайте же посмотрим на следующие доводы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам о том, что он побывал в раю. И рассказал нам о том, что он видел рай. Знаете ли вы историю про затмение солнца? В то время, когда умер Ибрахим, сын пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пророк опечалился. Сказал: «Поистине глаза слезятся, сердце печалится, и мы говорим то, что вызывает довольство Господа нашего. И поистине мы, о Ибрахим, твоим уходом опечалены». А в это время случилось затмение солнца. Небо покрылось все темнотой. Некоторые люди сказали, что затмение случилось из-за гибели Ибрахима, сына пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не бездействовал, а тут же собрал людей для совершения молитвы по затмению солнца. А после произнес великую проповедь и объяснил в ней, что затмение солнца — это всего лишь одно из знамений Аллаха, и что луна — это одно из знамений Аллаха, и что они не закрывают друг друга по причине гибели или жизни кого-либо, даже если это сын пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После чего он рассказал им, что видел рай в своей молитве. И в своей проповеди он сказал: «Если бы я пожелал, то поел бы кисть райского винограда». Давайте же посмотрим на достоверный хадис, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине солнце и луна — одни из знамений Аллаха. Они не затмеваются по причине смерти или жизни кого-либо. Если вы увидите затмение, то поминайте Аллаха». В другом же источнике говорится, что «совершайте намаз». Его спросили: «О посланник Аллаха, мы видели, что ты хотел что-то взять во время молитвы, а потом отошел назад». Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я видел рай. Я протянулся взять кисть райского винограда». Вот это и есть непреложная истина, до которой достиг Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он видел рай, будучи в этом мире. «Я видел рай и хотел взять кисть райского винограда. Если бы я дотянулся, то поел бы его весь мир». О Аллах! Кисть райского винограда, если бы была ниспослана на этот мир, то ее смогли бы попробовать обитатели всей земли. И мы сейчас не говорим ни о голоде, не говорим о войнах, мы говорим о рае. Поистине, это рай.
Кисть райского винограда хватит для всех обитателей этого мира, как говорит посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После чего пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал о видении ада и то, что в нем. Много хадисов по этой теме, и я не хотел бы сейчас отвлекаться о разговоре о рае. Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, видел его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе: «Поистине насма верующего». Насма — это душа. Поэтому, когда разговор идет о количестве проживающих, говорят, население 80 миллионов насма, то есть душ. Не насама, а насма. Поистине душа верующего — это птица, которая висит в раю или на райском дереве. Другой же достоверный хадис говорит: поистине души павших мученической смертью в забу зеленой птицы летают по раю, как пожелают. Шахиды — те, кто были убиты на пути Аллаха. Убиты с того времени, как была создана эта земля. Есть и сейчас те, которые становятся шахидами на пути Аллаха. Есть и те, которые только станут шахидами на пути Аллаха. И как только убьют шахида, и его жизнь прекратится, Аллах, благословен Он и велик, сообщает нам о его вечной жизни. Никоим образом не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Аллаха. Они живы, но вы не чувствуете этого. Никоим образом не считайте мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают уделу своего Господа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что души шахидов в забу у райской птицы летают по раю, как пожелают. Поистине душа верующего — это птица, которая висит в раю или на райском дереве, пока Аллах в судный день не вернет его душу в тело. Это ясный довод на то, что душа будет в раю до судного дня, а после судного дня человек зайдет в рай с телом и душой. В достоверном хадисе, который передает имам Муслим, говорится, что когда Аллах создал рай, приготовил его для своих любимцев, погрузил в него свои чудеса и сказал Джибриилю: «О Джибрииль, пойди и посмотри на него». Когда Господь создал рай, Он знал, что ни одно творение не похоже на это чудо. Господь, преславен Он и велик, своим обширным и всеобъемлющим знанием знал это. И Он пожелал показать свое чудо одному из своих творений и сказал предводителю всех ангелов: «О Джибрииль, посмотри на него». Представьте себе это путешествие, как Джибрииль летит со всеми своими крыльями, кружится над раем, так как Аллах пожелал, чтобы он посмотрел на него. Джибрииль начал рассматривать рай, его деревья, плоды, его реки, наслаждения, хурунайн. Полностью рассмотрел Джибрииль рай, затем вернулся и сказал: «О мой Господь, клянусь Твоим величием, не услышит про рай никто, кроме как зайдет в него. Не услышит про него никто, кроме как зайдет в него. Твой Господь окружил его, то есть рай, трудностями. Твой Господь окружил его трудностями». В этом хадисе доказательство на то, что рай создан, и что сейчас он окружен трудностями. Как говорит любимый пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует в достоверном хадисе, окружен рай трудностями и окружен ад страстями. Этот хадис в сборнике Муслима разъясняет другой хадис. Аллах окружил его трудностями. Знаете ли вы, какие это трудности? Знаете ли вы, какие это трудности? Думал ли ты когда-нибудь держать добровольный пост ради Аллаха? Представь себе, ты намерился соблюдать добровольный пост, и в тот день была невыносимая жара. В тот день все вокруг тебя пьют холодную воду, едят приятную пищу, и ты почувствовал голод. Ты почувствовал жажду. Ты почувствовал тягу к еде и воде. И у тебя есть выбор. Потому что тот, кто держит пост добровольно, он хозяин своего поста. Захотел поесть — ешь, захотел выпить — пей. Потому что это добровольный пост. Но пост в Рамадан ты не можешь оставить, когда пожелаешь. Так что же тебе мешает прекратить пост?
Это твое желание попасть в рай. Ты переносишь трудности, терпишь голод и жажду, зато насладишься в раю. Встал ли ты на утреннюю молитву в холодный день зимы, когда все люди спят? Ты желаешь согреть комнату, укрываешься одеялом, чувствуешь сильный холод, после чего ты слышишь, как муэзин говорит тебе: «Спешите на молитву». Спешите на молитву. Ты встаешь, сбрасываешь с себя одеяло, сбрасываешь сон со своих глаз, находишь воду холодную, ставишь руку под кран, а рука содрогнулась от холода. Но ты ей говоришь: «Нет, я должен совершить омовение». Ты совершил омовение, несмотря на холодную воду. После чего ты вышел из дома в холодную ветреную погоду, отправился в мечеть, считая свои шаги, чтобы помолиться, посидеть после молитвы и вернуться домой. Эти деяния и есть те трудности, которыми Аллах окружил рай. И не войдет в рай тот, кто не преодолел эти трудности. Ад же Аллах окружил страстями. Запретное наслаждение — это когда представляется перед тобой украшение и лишает тебя разума, хочет увести тебя к нему. Но твое сердце, сердце верующего в Аллаха, говорит тебе: «Нет». Это не удовлетворяет Аллаха. Это запрет, который запретил Аллах. Вернись! Вернись к себе и проси убежища у Аллаха от зла своего нафса и зла проклятого шайтана и участия в нем. Ты возвращаешься к повиновению Аллаха, остерегаясь страстей, преодолевая трудности. И эти трудности могут быть даже станут любимыми для тебя, потому что они ведут тебя туда, куда ты хочешь попасть, ведут тебя в рай. Давайте же прочтем хадис, когда Всевышний Аллах создал рай, Он послал Джибрииля в рай и сказал: «Пойди и посмотри на него, на то, что я приготовил его обитателям». После того, как Джибриль посмотрел на рай и на то, что приготовил Всевышний для его обитателей, он вернулся и сказал: «Клянусь твоим величием, не услышит про него никто, кроме как зайдет в него». После этого Аллах повелел, и окружили рай трудностями. Затем он снова сказал Джибрилю: «Пойди и посмотри на эти трудности». Джибриль сказал: «Я посмотрю». И когда он вернулся, он сказал: «Я посмотрел. Клянусь твоим величием, я боюсь, что в него никто не войдет». Трудности. Две вещи разделяют тебя от рая. В твоей жизни разделяют тебя от рая трудности. Терпи. Терпи в подчинении Аллаху. Переноси эти трудности. Старайся совершать то, что ты не любишь, из благих дел, для того, чтобы достичь любимого. Рай в данный момент существует. И на это существует много доводов, одним из которых является хадис, который передал имам Бухари, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Когда я прогуливался по раю, я увидел реку. Ее берег был полон жемчужинами. Я спросил: „О Джибриль, что это?“ И Джибриль ответил мне: „Это Каусар, который дал тебе твой Господь“. И Джибриль достал из воды ил, который пах миском. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал Умар ибн Хаттабу о том, что когда он зашел в рай, он увидел огромный дворец. И увидел рабыню, которая совершала омовение в реке перед дворцом, во дворе парка дворца. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, подумал, что это его дворец, и спросил: «Чей это дворец?“ Ему сказали: «Умар ибн Хаттаба». Он отвернулся, да благословит его Аллах и приветствует, зная о ревности Умара. Когда Умар услышал это, он заплакал и сказал: «К тебе ли ревновать, о посланник Аллаха?“ И еще. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в рай, он услышал там шум сандалий Биляля. Он сказал Билялю: «Поистине я слышал звук твоих шагов в раю, шум твоих сандалий в раю». После этого сказал: «О Биляль, какое из деяний ты совершал, что приближало тебя к раю?» Биляль сказал: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, не наступала ночь или день, когда я не совершал бы омовение, не помолившись Аллаху 2 раката,
Это простое деяние, с которым ты надеешься попасть в рай. Рай существует. Так давайте же поспешим к нему. Спешите к раю, дорогие братья. Поистине рай — это дом воздаяния для любимцев Аллаха, благословен Он и велик. Рай тоскует по ним, как они тоскуют по раю. Мы просим великого Аллаха, Его милостью, Его милосердием, Твоими прекрасными именами и высочайшими атрибутами, сделай нас обитателями рая и не лишай нас его. Сделай нас из тех, кому будет дарована высшая степень рая, без допроса и мучений. Поистине Ты владелец этого и способен это сделать. Приятно было с вами встретиться. Приятен был разговор о рае. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам, и да благословит вас Аллах. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.